Казахские фермеры борются за воду из Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете новое развитие событий и борьбы за воду. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Засуха грозит фермерам Туркестанской области. Причина – маловодье на реке Сырдарья. Она обмелела почти на треть. А между тем, не за горами вегетационный период, когда сельхозкультуры больше всего нуждаются во влаге. И если проблему срочно не решить, без урожая могут остаться аграрии нескольких сел. Нехватка воды в Сырдарье стала острой проблемой для Казахстана. Власти республики решили ввести радикальные меры. Из-за дефицита ресурсов в Шардаринском водохранилище власти Казахстана ввели график рационального водопользования для местных фермеров. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев. По его словам, такая мера поможет каждому фермеру получить необходимую для полива урожая воду. Власти страны намерены провести с аграриями разъяснительные беседы на тему рационального использования ресурсов. Заместитель директора филиала РГП Казаводхоз по Кызылординской области Журабек Ерназаров рассказал, что левобережный канал в Кызылорде перекрывают на 5 дней для обеспечения водой фермеров Сырдарьинского района. Через 5 дней отпускаем ее Жалагашскому району и так далее. Переменный график создан, чтобы хоть как-то смягчить дефицит поливной воды, добавил Ерназаров. Засуха в Шардаринском водохранилище стала одной из главных проблем казахских фермеров, которые засеяли большие территории культурами, требующих регулярных и обильных поливов. Только в Туркестанской области площадь посевов составляет 440 тысяч гектаров, а Кызылординской – 182 тысячи. Нехватка воды в реке Сырдарье побудила власти разрабатывать разнообразные меры, направленные на решение данной проблемы. Кроме графика распределения ресурсов, в Кызылординской области на 5000 гектаров сократили посев риса. Территории отдали под влагосберегающие культуры – софлор, пшеницу и кукурузу. Кроме того, Казахстан обратился за помощью к соседним странам – Таджикистану и Кыргызстану. Так республики сбросят в Сырдарью 645 миллионов кубометров воды, присоединится к помощи и Узбекистан. Как вы относитесь к такой ситуации в Казахстане и о том, что Таджикистан будет помогать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ведь мы сейчас сами делим воду с Кыргызстаном. По словам Мирзагалиева, это частично поможет решить ситуацию с маловодьем в южных регионах Казахстана. Чтобы избежать дефицита поливной воды, в Сырдарью должна поступать вода мощностью 200 кубометров в секунду, отметил он. Директор туркестанского филиала Мирлан Керимжанов подчеркнул, что из Узбекского канала Дастык требуется 50 кубометров влаги в секунду, однако сегодня республика получает только 70% от необходимого объема. Отметим, что потребность в поливе обширных засеянных территорий продолжает расти. Многое, по словам Мирзагалиева, зависит от объема притока в Сырдарью по межгосударственным каналам Дастык, Зах и Ханым. Объем Шардаринского водохранилища по сравнению с 2020 годом сократился на 550 миллионов кубометров. В регионе также запустили канал машинной подачи воды из водохранилища. Задействовали 14 дренажных скважин и насосы. Ранее стало известно, что Таджикистан планирует направить в Казахстан 315 миллионов кубических метров воды из водохранилища Бахри-Тачик. Как вы относитесь к этому? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!